Мы с вами сегодня проводим очередное плановое заседание правительства. Пожалуйста, какие вопросы будут по повестке? Пожалуйста, Александр Ильич, пожалуйста. Микрофон, Галина Никитина, мы не слышим. Есть вопросы по повестке, уважаемые коллеги? Да, пожалуйста. По шестому вопросу докладчик Ягилева Наталья Ивановна. А где у нас министр? Болеет. Понятно. Светлана Ивановна, у нас кворум имеется? Необходимый кворум имеется. Спасибо. Уважаемые коллеги, нет вопросов по повестке? Если вопросов нет, то за принятие повестки в целом прошу проголосовать. Против принимается. Приступаем к осмотрению вопросов повестки. Пожалуйста. Первый вопрос об утверждении на 2016 год коэффициента индексации размеров отдельных социальных выплат, осуществляемых за счет средств государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Александр Николаевич Дружинин, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему рассмотрению предлагается проект постановления правительства об утверждении на 2016 год коэффициента индексации размеров отдельных выплат, социальных выплат, осуществляемых за счет средств государственного бюджета. Настоящим проектом предлагается утвердить с 1 января 2016 года коэффициент индексации размера отдельных видов социальных выплат, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат ежегодной индексации. В первую очередь это касается ежемесячной денежной выплаты ветеранам тыла, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ежемесячные денежные выплаты жертвам политических репрессий, ежемесячная пожизненная доплата к пенсии инвалидов по зрению абсолютно слепых, социальное пособие, дополнительные социальные выплаты, которые касаются еще дополнительного ряда, в том числе гражданам, имеющим детей, компенсационные выплаты семьям, имеющим детей на приобретение комплекта школьной, спортивной и другой детской подростковой одежды, компенсационные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка, единовременные денежные выплаты для приобретения транспортного средства многодетным приемным семей, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей. Также данным проектом предлагается утвердить размеры с 1 января 2016 года. Это суммы социальной услуги по лекарственному обеспечению для ветеранов тыла, реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшим от политических репрессий, и стоимости единого социально-проездного билета отдельным категориям граждан. В соответствии с постановлением правительства Республики от 28 октября текущего года о внесении изменений в постановление правительства о прогнозе социально-экономического развития Республики на 2016-2018 год индекс потребительских цен на товары и услуги декабрь к декабрю предыдущего года по республике предусмотрен на 2016 год 105,8. Таким образом, в проекте постановления применен коэффициент индексации 1,058 и произведен расчет размер выплат с учетом коэффициента индексации. Принятие данного проекта постановления не потребует дополнительных расходов государственного бюджета на 2016 год. Средства в полном объеме предусмотрены в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2012-2019 года. На 2016 год в сумме 2 миллиарда 578 миллионов 543 тысячи рублей. Проект прошел всю процедуру согласования заинтересованных министерств. Прошу поддержать принятие проекта. Спасибо, у меня все. Спасибо, пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги, докладчику. Нет вопросов. Госплавовой департамент, Госкомитет юстиции. Замечание. Госкомитет юстиции. Спасибо. Если вопросов нет, какие мнения будут по данному проекту? Замечания, предложения? Если других предложений нет, то за принятие данного проекта прошу проголосовать. Против? Принимается. Спасибо. Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по обеспечению социально-демографическим группам населения за третий квартал 2015 года. Пожалуйста, Александр Николаевич. Уважаемые коллеги, вашему вниманию вносится проект об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха-Якутия за третий квартал текущего года. Проект вносится в соответствии с федеральным законом 134 ФЗ о прожиточном минимуме в Российской Федерации
который предусматривает ежеквартально на основе потребительской корзины, утвержденной законом Республики о потребительской корзине и о порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха-Якутия. Величина прожиточного минимума за третий квартал рассчитана на основе официальных статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания за третий квартал. В республике индекс потребительских цен на продовольственные товары в третьем квартале к концу предыдущего квартала составили 100,3%, к декабрю предыдущего года 8,9%. Стоимость минимального набора продуктов питания в республике в среднем на душу населения по сравнению со вторым кварталом уменьшилась на 0,2%, составила 6780 рублей. При этом в первой зоне отмечен рост на 1,7%, а во второй зоне набор подешевел на 0,5%. Среди городов и районных центров, в которых осуществляется статистическое наблюдение за потребительскими ценами, отмечается замедление темпов роста на продукты питания в городах Алекминск, Мирный, городах Якутске, Нерюнгри. Значительное повышение цен на продукты питания зарегистрировано в поселке городского типа Зырянка. В целом по республике стоимость непродовольственных товаров в среднем на душу населения по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 1,8%. Стоимость платных услуг в целом по республике увеличилась на 3,8%. Объясняется повышением цен на тарифы жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума за третий квартал текущего года в расчете на душу населения сложилась в размере 15 377 рублей, на трудоспособного 16 313 рублей, на пенсионера 12 391, на детей 15 911 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума за третий квартал возросла на 1,4%, при этом в первой зоне отмечается рост на 2,6%, во второй на 1,2%. Величина прожиточного минимума за третий квартал по зонам, как вы видите в таблице, на душу населения, буду говорить, первая зона 17 623, вторая зона на душу населения 15 102. Проект прошел всю процедуру согласования заинтересованных министерств. Прошу поддержать принятие данного проекта. Для справки могу сказать, по Дальневосточному федеральному округу на сегодняшний момент по третьему кварталу текущего года самый высокий уровень составляет прожиточного минимума Камчатский край 19 510 рублей. На втором месте стоит Магадан 18 080 рублей. На третьем месте стоит Чукотка 17 057. Республика Саха-Якутия стоит на четвертом месте 15 911. Это вы среднюю берете? Да, средний. Средний берете. Да. Третий квартал у нас получается, что вот установление прожиточного минимума, оно как связано с минимальным размером платы труда? В рамках существующего у нас 15 390, все мы остаемся в рамках существующего, меньше, который установлен у нас июльским соглашением трехсторонней комиссии. Но средств у нас хватает? Средства есть, все полностью имеются. Пожалуйста, уважаемые коллеги, какие вопросы будут докладчику? Нет вопросов. Пожалуйста, Госправовой департамент Госкомитета юстиции. Без замечаний. Замечаний нет. Какие будут мнения по данному проекту постановления? Если других мнений нет, кто за принятие данного проекта постановления, прошу проголосовать. Против? Принимается. Спасибо. Спасибо. О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году на реализацию подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» государственной программы обеспечения качественным жильем на 12-16-19 годы и внесение изменений в распоряжение правительства Республики Саха-Якутия от 16 июня 2015 года номер 631. Пожалуйста, Кузакова Вера Алексеевна. Уважаемая Галина Никитина, уважаемые члены правительства, предлагаем вам на рассмотрение проект постановления Республики Саха-Якутия распределение субсидий, предоставляемые в 2015 году на реализацию подпрограммы индивидуального жилищного строительства государственной программы республики обеспечение качественным жильем на 12-19 годы.
Значит, в части обустройства, который разработан в целях реализации указанной под программы в 2015 году, в части обустройства зон индивидуальной жилой застройки и покрытия транспортных расходов по доставке строительных материалов в Арктические и Северные Улусы. На реализацию данной программы, как видите на слайде, в 2015 году было выделено 112,5 миллионов рублей, из которых 13,5 миллиона рублей – это средства 2014 года, 17,2 миллиона рублей выделены Мирнинскому району, 10 миллионов рублей направлены на оплату премий согласно проведенному конкурсу «Лучшее обустройство квартала индивидуальной жилой застройки в сельской местности». Оставшаяся часть в размере 71 миллиона 801 тысячи рублей подлежит распределению среди муниципальных районов на обустройство зон индивидуальной жилой застройки и покрытие транспортных расходов по доставке строительных материалов в Арктические и Северные Улусы. Минстроем Республики с участием представителей Министерства экономики и Министерства финансов проведены конкурсные отборы муниципальных образований по вышеуказанным мероприятиям, на основании которых подготовлен и настоящий проект постановления правительства. В связи с тем, что на покрытие транспортных расходов по доставке строительных материалов в Арктические и Северные Улусы было подано муниципальным образованием 6 всего заявок на 26 миллионов рублей, что меньше запланированного объема 39 миллионов 802 тысячи рублей, было принято решение о направлении остатка средств в размере 13 миллионов 802 тысячи на обустройство зон индивидуальной жилой застройки. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения. Вот на слайде видно распределение по улусам. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в пункт 6 распоряжения правительства Республики Саха-Якутия от 6 июня 2015 года номер 631 о мерах реализации в 2015 году под программой «Индивидуальное жилищное строительство». С учетом этого было произведено распределение средств по муниципальному образованию субсидий на обустройство зон индивидуальной жилищной застройки на общую сумму 45 миллионов 801 тысяча рублей. Проект постановления на слайде видно по распределениям по всем муниципальным образованиям, сумма 45,8. Проект постановления прошел процедуру согласования в связи с необходимостью освоения вышеуказанных средств в 2015 году. Прошу поддержать утверждение проекта постановления. Спасибо за внимание. Спасибо, Вера Алексеевна. А чем вызвано внесение изменений? Внесение изменений? Да. В связи с тем, что на покрытие транспортных расходов, у нас было запланировано на покрытие транспортных расходов по доставке строительных материалов было предусмотрено 39 миллионов. Значит, заявки направили муниципальное образование, как мы планировали, немножко планировали другое. Значит, картина должна была быть. Муниципальное образование всего 6 заявок отправили на сумму 26 миллионов рублей. Поэтому остатки средств от 39 запланированных до 26 как бы по заявкам, вот эти остатки 13 миллионов мы перераспределяем по программе обустройства зон индивидуальной жилищной застройки. А почему это сделано в ноябре месяце? В ноябре? Да. Потому что у нас конкурс проведен был только в октябре. А почему конкурс был проведен в октябре? Мои специалисты, наверное, И ответят. почему, уважаемые коллеги, у нас получается, что средства, которые мы выделяем и столь необходимы для северных арктических улусов возмещения транспортных расходов, сегодня получается как бы востребованности нет, мне вот это непонятно. Я уже много раз об этом говорила. Пожалуйста, специалисты. Первоначально у нас на согласовании был проект постановления находился, в котором по обустройству должны были направляться средства на погашение задолженности перед Якутсэнерго. Летом шло согласование, но Минфин написал отрицательное заключение, и поэтому были вынуждены провести конкурс уже без учета Якутсэнерго. Игорь Германович, мне непонятно. Может, Игорь Германович мне объяснить, почему так произошло?
Или можете объяснить? Ну, действительно, с Якутскэнерго слишком долго они эти мероприятия проводили, но и процедурно вышли на октябрь. Галина Вот. Евгеньевна. Да. Поэтому Галина здесь Евгеньевна, я поясню. Значит, обязательства возникли перед Якутсэнерго на обустройство зон ИЖС еще в 2014 году, потому что муниципальные образования заключали договора с Якутсэнерго на обустройство зон электрообеспечения, значит, минуя конкурса, так называемого, проводили по договорам технического присоединения. Значит, и в связи с этим возникли обязательства муниципальных образований перед Якутсэнерго. Поэтому они хотели, значит, не проводя конкурсы, вот эти 31 миллионов перераспределить. Но когда мы это по заявкам муниципальных образований запустили проект постановления, Министерство финансов сказало, что распределение должно быть только по конкурсной основе. Поэтому очень долго было согласование, значит, с Минэкономикой, с Министерством финансов. Потом было принято решение все-таки провести конкурс, поэтому вот конкурс был проведен очень поздно. А конкурс кто проводит? Кто Министер- организует конкурс? Министерство строительства. Понятно. Теперь подскажите, пожалуйста, вот вы сейчас распределяете 45 миллионов на обустройство зоны индивидуальной застройки. В этом случае что мы на выходе получаем? Вот распределение на Амгуна, Верхневилюйске, Верхоянске, Вилюйске. Что мы получаем на выходе? Мы готовим это к реализации 2016 года программы или закрываем 2015 год? Мы закрываем 2015 год. Мы закрываем 2015 год. Мы закрываем 2015 год. Под возмещение транспортных расходов по северным арктическим урусам. Это фактические расходы закрываете? Это фактические расходы. У вас на сегодня есть уже За- представленные документы? Да. Заявки, Заявки или документы? заявки, все они рассмотрены, удовлетворены на сумму 26 миллионов. Неудовлетворенных заявок нет. Нет. Дайте мне, пожалуйста, справочку по заявкам, которые направили муниципалитеты. Пожалуйста, есть, коллеги, вопросы? Да, после Ира Алексеевна присядет. Пожалуйста, госпожа департамент Госкомитет. Наши замечания учтены. Замечания учтены. Спасибо, пожалуйста. Какие мнения будут? Можно, Галина? Да, конечно. Я предлагаю проект принять, вот, но вместе с тем нам нужно, наверное, собраться и рассмотреть вот вопрос оплаты технологического присоединения. Получается, технологическое присоединение все-таки к сетям Якутскэнерго – это такая бесконкурсная вещь, а мы по формальным признакам не можем оплатить техпресс, получается. Очевидно, что требуется, может быть, методологическое какое-то рассмотрение этого вопроса. Если я правильно понимаю, в итоге Якутскэнерго без оплаты техпресса остается. Да, правильно понимаете. Я прошу Светлану Ивановну тогда в протокольное решение прописать предложение Павла Алексеевича и еще проанализируйте, пожалуйста, ситуацию и предлагаю определить сроки внесения порядков и распределения субсидий после принятия закона о государственном бюджете по итогам, допустим, или на 1 марта, чтобы все решения были приняты, или на 1 апреля, чтобы мы здесь не разбирались и не собирались в конце года по распределению субсидий. Это вообще неправильный порядок, который установили наше министерство для себя. Пожалуйста, какие мнения еще будут по данному проекту постановления? Если других мнений нет, то за принятие данного проекта постановления с учетом высказанных предложений. Против? Принимается. Спасибо. Об утверждении инвестиционной программы Республики Саха-Якутия на 2016 год, пожалуйста, министр экономики Максим Иванович. Доброе утро, уважаемая Галина Кентьевна, уважаемые члены правительства.
Проект инвестиционной программы Республики Саха-Якутия на 2016 год был разработан в соответствии с порядком формирования и реализации инвестиционной программы Республики Саха-Якутия, установленной постановлением правительства Республики Саха-Якутия от 18 июля 2011 года за номером 306 в рамках параметров проекта государственного бюджета Республики Саха-Якутия на 2016 год, одобренного правительством Республики Саха-Якутия 28 октября 2015 года. Учитывая уровень доведенных параметров, основными подходами при разработке проекта государственной программы Республики Саха-Якутия на 2016-2018 годы были софинансирование федеральным мероприятием, обеспечение ввода 600 тысяч квадратных метров жилья, обеспечение ввода не менее 10 школ и 20 детских садов, обеспечение теплоснабжением вводимых социальных объектов и объектов жилья, ну и завершение ранее начатых мероприятий. Объем инвестиционной программы, которую мы сегодня представляем вам на рассмотрение на 2016 год, по проекту с учетом федеральных средств, а также средств Дорожного фонда Республики Саха-Якутия составил 20 миллиардов 218 миллионов 112 тысяч 400 рублей, в том числе за счет государственного бюджета Республики Саха-Якутия 17 миллиардов 916 миллионов 898 тысяч 400 рублей. За счет федеральных средств 2 миллиарда 301 миллион 214 тысяч рублей. По разделу сельского хозяйства предусмотрены средства в сумме 1 миллиард 802 миллиона 593 тысячи 200 рублей на финансирование мероприятий федеральной программы устойчивого развития сельских территорий, предоставление социальных выплат на строительство, приобретение жилья гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности, завершение одного объекта и продолжение строительства 3 распределительных газовых сетей, завершение 5 объектов и продолжение строительства 4 локальных водопроводов. Квартальные застройки сел Петровка в Мегино-Кангаласском районе и Антоновка в Нюрбинском районе. Грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Исполнение обязательств по мероприятиям в рамках развития мелиорации сельскохозяйственных земель, возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство мелиоративных объектов и отдельно стоящих гидротехнических сооружений. Исполнение обязательств по мероприятиям в рамках строительства, реконструкции, технической и технологической модернизации основных фондов объектов животноводства. Исполнение обязательств по мероприятиям в рамках технического перевооружения объектов пищевой и перерабатывающей промышленности. Строительство здания ветеринарной испытательной лаборатории в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Республики Саха-Якутия. По разделу топливно-энергетический комплекс предусмотренные средства в сумме 124 миллиона 762 тысячи 700 рублей на финансирование строительства внутрипоселковых газовых сетей в Ленском, Алекминском, Горном, Чурапчинском, Улусах. Ну и здесь следует отметить то, что мы в рамках соглашения с «Газпромом» начинаем проектирование с последующими планами по строительству внутрипоселковых газовых сетей по системе газопроводов «Сила Сибири». По разделу транспортного комплекса предусмотрены средства в сумме 1 миллиард 733 миллиона 893 тысячи 800 рублей на завершение строительства здания Якутского окрупненного центра УВД в городе Якутске, завершение строительства отдельных объектов участка Беркакит-Томмот, железнодорожной линии Беркакит-Томмот, Якутск, а также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием региональных автомобильных дорог. По разделу водного хозяйства и охраны окружающей среды предусмотрены средства в сумме 129 миллионов 452 тысячи 700 рублей. Расходы по данному разделу предполагаются на финансирование 8 объектов, в том числе противофильтрационные мероприятия. Это объекты инженерная защита от паводковых вод города Якутска, инженерная защита от паводковых вод Среднеколымского района, строительство берегозащитных сооружений на реке Лена у поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района,
И это все у нас в рамках госпрограммы развития водохозяйственного комплекса. А также строительство ветеринарного корпуса, строительство вольеров в питомнике Темпынай и строительство визит-центров на территории природного парка Ленские столбы и Усть-Вилюйский. Из 8 планируемых к финансированию объектов в 2016 году планируется ввод 3 объектов. По разделу инженерной инфраструктуры предусмотрены средства в размере 2 миллиарда 421 миллион 939 тысяч рублей на софинансирование Фонда содействия реформирования ЖКХ мероприятий на создание, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований и малых городов, субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемых на модернизацию коммунального комплекса. Строительство и реконструкцию котельных в селах Кюсюр Булунского района, Батагая Лыта, Эвена-Бутантайского, Сунтар Сунтарского Луса, Хану с тепловыми сетями Момского района, поселок Батагай Верхоянского района, село Кептины, село Дюбся Усялданского Луса, село Верхний Бестях Хангаласского Луса, село Хаирусьянского, село Тополиное с тепловыми сетями Тампонского района, село Верхневилюйск, село Андреевский Верхневилюйского района и поселок Чукурдах Алаиховского района. На уплату лизинговых платежей на строительство и реконструкцию водозабора в городе Покровск, Кюреля Горного района, поселок Тикси Булунского района, на оплату процентов по кредиту, оформленному для реализации программы реконструкции объектов водоподготовки города Якутска. Оформление правоустанавливающих документов. Кроме того, в рамках обязательств Республики Саха-Якутия по строительству ЕГРС-2, реконструкцию ДЭС в село Хану Момского района, поселок Батагай Верхоянского района, завершение строительства мини-ТЭЦ в поселке Зырянка, на мероприятия по подключению частных домов к централизованным источникам теплоснабжения. По разделу жилищного строительства предусмотрены средства в сумме 6 миллиардов 644 миллиона 464 тысячи 300 рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, развитие ипотечного кредитования, комплексное освоение развития территории в целях жилищного строительства, мероприятия по индивидуальному жилищному строительству, также мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, мероприятия по обеспечению жильем граждан, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Исполнение обязательств по мероприятиям в рамках обеспечения жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов. Завершение строительства объектов образования и здравоохранения в рамках реализации программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха-Якутия. По разделу социальной сферы предусмотрены средства в сумме 4 миллиарда 542 миллиона 387 тысяч 900 рублей на строительство больничного комплекса в городе Вилюйск на 73 койки, Якутского республиканского онкологического диспансера на 210 коек в городе Якутске с радиологическим отделением и хозблоком. Это в первую очередь пускового комплекса, фельдшерско-акушерских пунктов, выкупа зданий для размещения республиканский детский туберкулезный санаторий на 200 коек в городе Якутске. Завершение школ на 275 учащихся в микрорайоне Солнечный, город Алдан Алданского района, 120 учащихся в селе Тора, Кёль, Жулейского наследия Татинского Луса, на 220 учащихся в село Кептыны Алданского Луса, школа-сад в селе Мырыла Чурапчинского района. Строительство школ на 275 учащихся в поселке Чукурдах Алаиховского Луса, интернаты на 100 мест Верхневилюйской республиканской гимназии, село Верхневилюйск Верхневилюйского Луса, на 220 учащихся в селе Бетюнамгунского, на 320 учащихся в селе Хану Момского Луса, Тампонская районная многопрофильная гимназия на 220 учащихся в поселке Хандага, на 400 учащихся в селе Усть-Мая Усть-Майского района, на 350 учащихся в городе Покровск Хангаласского, на 275 учащихся в квартале 23 и в поселке Геолгов в городе Якутске. Это квартал 112. Кроме того, реконструкцию детского сада в микрорайоне Марха, софинансирование строительства дошкольных образовательных учреждений, обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строительство объектов
библиотеки в Тампонском районе, строительство Центра духовности в Усть-Алданском районе и культурного центра. Также в Усть-Алданском районе это Дюбсе и Барагонцы. Центр культуры Апаны Намского улуса. Кроме того, строительство объектов в рамках мероприятий Исеха-Лонхо в городе Верхоянске и продолжение строительства Томмотского психоневрологического дома-интерната на 395 мест, город Томмот Алданского района. Кроме того, завершение исполнения обязательств по выкупу СОК «Шахтер» в городе Нерингринского района. Строительство спортивного зала в Вилюйске, реконструкции СОК «Энергетик» в городе Алдан. Строительство спортивных объектов Киграм-Манчары в городе Верхневилюйск. Это и многофункциональный центр, и стадион на 3000 мест. И строительство спортивных объектов Киграм народов Республики Саха-Якутия в селе Амга. По разделу «Безопасность» предусмотрены средства в сумме 728 миллионов 500 тысяч 800 рублей на завершение строительства пождепо в поселке Хандыга, строительство пождепо в поселке Джибарики, Хая, Усть-Мая, Усть-Майского района и Среднеколымского. Приобретение в государственную собственность второй очереди объектов недвижимого имущества ФПК Якутия на Труда-1. Реконструкция объекта незавершенного строительства ГКУ «Служба спасения» Республики Саха-Якутия. Приобретение специальной и основной пожарной техники, реконструкция административного здания для размещения СУКС Республики Саха-Якутия и завершение строительства нефтесклада в селе Хану Момского района. По разделу прочих направлений предусмотрены средства в сумме 2 миллиарда 900 миллионов 612 тысяч 900 рублей на мероприятия по созданию комплекса, обеспечивающего инфраструктуры туристических кластеров в Республике Саха-Якутия. Это по объекту «Северная мозаика». Кроме того, на софинансирование мероприятий по созданию комплекса, обеспечивающего инфраструктуры туристского рекреационного центра Ортодайду в Хангаласском районе, строительство инфраструктуры ТОР, индустриальный парк Кангаласы, создание корпорации развития Республики Саха-Якутия. Кроме того, в рамках проекта инвестиционной программы предусмотрены совокупные платежи по проектам государственно-частного партнерства, которые Республика Саха-Якутия инициирует в 2015 году на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей. В итоге, по результатам проведенной работы по формированию проекта инвестиционной программы на 2016 год предлагается проект с параметрами 20 миллиардов 218 миллионов 112 тысяч 400 рублей, в том числе за счет государственного бюджета 17 миллиардов 916 890 тысяч 400 рублей, за счет федеральных средств 2 миллиарда 301 миллион 214 тысяч рублей, который обеспечивает ввод в 2016 году 11 школ, не менее 20 детских садов, 12 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 9 котельных и ввод 600 тысяч квадратных метров жилья. Проект согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и заместителями председателя правительства. Прошу поддержать. Доклад окончен. Спасибо, пожалуйста. У меня вот есть несколько вопросов. 20 детских дошкольных учреждений, объектов. Это с учетом ГЧП или с учетом ГЧП и Якутии в 21 веке? У нас проекты ГЧП, Галина Кентьевна, 2000, ну там сроки у нас строительства порядка 17 месяцев. Соответственно, у них ввод начинается с 2017 года. То есть это без учета? Без учета. Это без учета. Это с учетом Якутии в 21 веке, да? Да. Да. По Якутии в 21 веке какие подходы вы определились на 2016 год? Ну, в рамках... Вы тогда... Вы ответите? Ну, или... Галина Геннадьевна, Да, ну, приоритет на 2016 год остаются прежние детские сады, жилье. И завершаются объекты спорта, культуры, те, которые начаты 14-15 и вводимые в 16-м. То есть вы все-таки остаетесь на позиции, что из средств, которые у нас 500, сегодня вы представили в проекте 500 миллионов, вы определяете, что пойдет на жилищное строительство, детские сады и завершение объектов культуры и спортивных объектов. Так? Совершенно верно. Да, совершенно То есть новые объекты мы по спортивные объекты и объекты культуры пока ставить не будем. Галина Геннадьевна, мы на все заявки отвечаем, что эти заявки будут рассмотрены после 2017 года. Понятно.
Теперь подскажите, пожалуйста, вот Министерство здравоохранения реализует мероприятия по строительству УФАПов. Где они у нас присутствуют? Да, может, вы скажете, Александр Васильевич? Коллеги, если вы имеете программу строительства ФАП, то они вне инвестиционной программы. А тогда скажите, какой источник вне инвестиционной программы? Федеральный фонд аренда. ГЧП. В рамках ГЧП с привлечением средств федерального фонда обязательно. Аренда. Так, да? Да. Коллеги Никитич, там у нас получается, что в рамках средств, выделяемых ФОМСом, получается, у нас есть возможность погашения, финансирования этих объектов. А мы То есть в рамках арендных платежей. общий перечень утвердили? Да. А каким решением утвердили общий перечень? Решение председателя правительства тогда еще Власова. Павел Алексеевич и Валерий Иванович, я попрошу еще раз посмотреть. Мне очень интересно, там как бы у вас обязательств не возникло, и Алексей Прокопьевич, обязательств бюджета, чтобы у вас не возникло. Исходя из... И потом мы договаривались с вами, что сами проекты по этим объектам вы посмотрите с Министерством строительства. Коллеги, спроектированы типовые проекты в рамках исполнения инвестиционного бюджета еще, по-моему, 12-13 года. Вот по этим типовым проектам мы идем. Нет, уважаемые коллеги, вот та тема, которая все время возникает, это техническое присоединение и тому подобное, чтобы у вас стоимость не вышла за рамки тех обязательств, которые вы можете отнести за счет фонда. Вот и да, меня конечно, это беспокоит, да, понимаете понятно, как? Да, понятно. И поэтому я вас прошу еще раз обратиться и вернуться к тому перечню. И я, поскольку понимаю, это речь идет о 100 ФАПах. Да. 100 ФАПов, которые мы предполагали реализовать по линии вот ГЧП с учетом восстановления, да? Да. Это один момент. Теперь по механизмам реализации. Подскажите, пожалуйста, по субсидиям многодетным семьям 5 и более детей, мы на 2016 год сохранили объем или он у нас больше? 300 миллионов рублей. Он у нас больше. По механизмам, коллеги, вы предполагаете более усовершенствовать механизм по направлениям и по жилищному строительству, и по направлениям, связанным с мероприятиями, вот по субсидиям даже для многодетных семей? Ну, что касается субсидий для многодетных семей, мы этот вопрос обсуждали на вашем уровне. После этого были даны соответствующие поручения, и механизмы должны быть изменены. И мы надеемся, что до конца года решения все будут приняты. Так, да? Министерство молодежи. Да, проект постановления проходит согласование, и на сегодняшний день мы почти готовы. Хорошо. Я прошу все порядки, нормативно-правовые документы постараться принять в этом году и по механизмам реализации, и если вы будете вносить изменения. Теперь по вопросу, связанным с подготовкой проектно-сметной документации. Вы не сказали, у нас средства предусмотрены на проектно-сметную документацию? Да, совершенно верно. У нас отдельно предусмотрено по направлениям и в целом на средства на разработку проектно-сметной документации порядка 150 миллионов рублей. У нас общий объем инвестиционной программы, проекта инвестиционной программы на 2016 год остался на уровне 2015 года или пошел с увеличением? По сравнению с 2015 годом? Да. Ну, с увеличением небольшим. С учетом федеральных денег. С учетом федеральных, а с учетом, без учета федеральных? С уменьшением. Ну как, порядок, ну такой же порядок Такой цифр. же, Такой же, да, такой же порядок цифр. Мероприятия, все, что мы предусматривали в 2015 году, аналогично, они у нас продолжаются в 2016, да? Да. Это школы, детские сады, приоритеты, жилищное строительство, поддержка медицинских работников, педагогических, все это осталось. Многодетные, инвалиды, да? Да, совершенно верно, приоритеты не поменялись. Единственное, добавились инструментарий. В данном случае это проекты ГЧП. Но они, опять же, направлены на строительство тех же социальных объектов. То есть это школы, детские сады, да. объекты, немного объекты культуры, да? Да. Пожалуйста, коллеги, есть вопросы?
Александр Васильевич, у вас вопрос? Да, я по механизму, Да. Владимир Иванович, у нас, когда вы имеете в виду ГЧП, вы имеете в виду наш республиканский закон или вот закон о Осетии федеральный? Да, ну, правильный очень вопрос, уважаемые коллеги. У нас в 2015 году в Российской Федерации вступил в силу федеральный закон о реализации проектов государственно-частного партнерства. В связи с этим наш региональный закон будет действовать в той редакции, которой он сегодня работает, до конца текущего года. Соответственно, все решения и все конкурсные процедуры, которые мы проводим в рамках текущего республиканского законодательства, мы должны по ним процедуру конкурсного отбора и заключения соглашений завершить до конца текущего года. В следующем году мы с вами все вместе будем заниматься приведением соответствия нашего регионального законодательства по ГЧП. И, соответственно, в 2016 году у нас будет, вот, я думаю, полугодовой где-то период, когда мы будем заниматься нормотворчеством. А параллельно мы будем уже готовить новые объекты по федеральному законодательству. Еще вопрос, Галина Николаевна. Можно? Да, пожалуйста. Вот тоже по механизмам. У нас же должен быть механизм выделения земли на бесконкурсной основе по представлению профильных министерств решением главы республики. Вот на каком этапе данные документы? Соответствующие изменения в земельное законодательство республики уже внесены. В настоящее время на согласовании находится проект постановления правительства, уже подзаконный акт, по реализации этого мероприятия. Мы также в этом году надеемся, что этот документ будет поддержан правительством и утвержден. Соответственно, мы будем иметь на руках полностью инструментарий по выделению земли на бесконкурсной основе для реализации крупных инвестиционных проектов. Валерий Иванович, а насколько вы уверены в том, что все наши с вами мероприятия в рамках инвестиционной программы будут обеспечены источниками? Галина Геннадьевна, у нас в целом 2016 год будет достаточно напряженным с точки зрения исполнения бюджета, и мы об этом неоднократно говорили в рамках формирования и утверждения прогноза бюджета, ну и сегодня в рамках обсуждения проекта бюджета на 2016 год мы всем коллегам и уважаемым народным депутатам также об этом докладываем, и нам очень важно, конечно, в рамках вот этого достаточно напряженного бюджета 2016 года именно выдерживать все обязательства и по срокам, и по объемам. Мы в рамках взаимодействия с федеральным правительством достаточно большой объем ожидаем федерального софинансирования и в 2016 году, так что у нас обязательства по софинансированию также будут достаточно большими. В этой связи, конечно, есть обращение у меня и к нашим коллегам для того, чтобы по 2016 году были своевременно приняты все необходимые решения для обеспечения этого финансирования. При этом мы, наверное, будем рассматривать в течение 2016 года в несколько подходов, Галина Николаевна, вот исполнение инвестпрограммы для того, чтобы своевременно корректировать. Без этого нам 2016 год, мы опять в конце года можем иметь какие-то нежелательные результаты. Поэтому очень жесткие требования к органам исполнительной власти должны быть приняты с самого начала года, с момента принятия решения по госбюджету Республики Саха-Якутия и утверждения Госсобрания ЛТМ. Вот смотрите, мы должны с вами видеть все-таки риски на случай, если у нас будет где-то сбой по поступлению налогов, либо мы с вами вынуждены будем обратить внимание и обеспечивать какие-то вот мероприятия, потому что у нас есть с вами долгосрочные контракты, да? Поэтому вот я прошу Павла Алексеевича с Игорем Германовичем с самого начала 2016 года определиться и поставить на особый контроль исполнения инвестиционной программы. Учитывая, что в первую очередь мы все равно будем с вами обеспечивать наши публичные социальные обязательства, и если же у нас с вами с поступлением доходов будут некие трудности, то нам нужно будет принимать решения в таком срочном порядке. Достаточно большая у нас с вами сформировалась на 2016 год программа
При этом мы сохраняем все те приоритеты, которые у нас были установлены, и нам надо с самого начала уже бюджетного года установить жесткий контроль по программе. По порядкам, по механизмам. Почему и прошу, вы, уважаемые коллеги, посмотрите на механизмы реализации своих программ. Пересмотрите. Есть механизмы, которые надо было бы давно уже пересмотреть и ввести новые условия в реализацию по вашим программам. Пожалуйста, есть коллеги еще? Да, пожалуйста. Спасибо. Вот, Валерий Иванович, вот вы сказали, что ФАПы будут строиться в рамках государственно-частного партнерства. А 26 миллионов 800 тысяч рублей, это на что тогда предусматривается? Или это на завершение объектов идет? Объектно скажу, да нет? Нет, ну, Нет, в целом вопрос же в целом. Да. Да, там 3 объекта начинаются новые в рамках софинансирования федеральной программы по линии Минсельхоза и завершение одного объекта Сунтарш 2014 года, 2015 года. Понятно. Которая тоже строилась в рамках программы софинансирования То федеральной есть в программы. инвестиционной программе предусмотренные средства, они касаются по линии Минсельхоза софинансирования, да? Да. И один объект, который у нас остался незавершенным. Значит, Пожалуйста. еще один вопрос касаемо детских дошкольных учреждений. 228 миллионов рублей предусмотрено, а расшифровки нет. Там у нас трудности проектно-сметной документации или как вот в целом-то также определяет подход по этому направлению? У нас предварительный перечень объектов есть, и с учетом этого формировалась программа. Нет, подождите, Федосия Васильевна, вопрос задается на общую сумму. Здесь у вас связано, я так понимаю, это вопрос не ГЧП, да? Это вопрос где-то софинансирования с учетом субсидий федеральных, либо федеральных субсидий в 2016 году нет. Что это тогда за цифра? Или это выкуп? У нас есть. Федосия Васильевна. Если у нас в основном-то строительство, на следующий год мы выкуп пока не предусматриваем, поскольку федеральная программа на будущий год будет работать или не будет работать, пока неизвестно. А у нас выкуп только по федеральной программе было. У нас в основном стоит завершение и строительство. И, Петр Николаевич, я добавлю, в целом, если говорить о тех объемах строительства, которые у нас есть, помимо этих средств, то, что у нас точно уже запланировано и по объектный перечень уже сформировано, это проекты ГЧП. Это 20 объектов, по которым мы конкурс проводим в 2015 году, но завершение в 2017 году. Данил Семенович, поясните, пожалуйста, вот, чтобы понятно было, потому что коллегам пока не ясно. По детским садам там завершение начатых объектов, которые ранее уже были профинансированы. Которые мы начали по строительству в 2015 году. Так? Это только те объекты? Только те объекты. Никаких новых объектов в инвестиционной программе у нас нет. Нет. Все объекты стоят по линии ГЧП, так? Нет, да, детские сады это отдельно, те, которые были начаты. То есть коробки там стоят. Это завершение? Это завершение. А ГЧП, оно отдельно по программе ГЧП идет. Данил Семенович, я все понимаю. Я просто для того, чтобы коллеге было понятно, что в инвестиционной программе сумма, которая здесь обозначена, она касается только завершения строительства объектов, которые начаты были в 2015 году. Да. Поэтому никакого там перечня, как вот коллеги объясняют, нет другого. Есть те объекты, которые были начаты. А новые объекты, которые мы начинаем, они здесь стоят за рамками. Их тут нет. Вот те 20, которые говорит Валерий Иванович, да? Они стоят по программе ГЧП. Они стоят в программе ГЧП. Но в инвестпрограмме. Здесь есть выплаты. Есть выплаты. Понятно, да? Понятно, да, теперь? Да, понятно. Понятно. И последний вопрос. Пожалуйста. Вот принятие данного постановления позволит ли нам начать работу по заключению контрактов, подготовка и организация аукционов? Все необходимые процедуры можно будет начать после доведения лимитов бюджетных ассигнований, а это произойдет только после утверждения бюджета Республики Саха-Якутия. И я вот обратилась с просьбой к Валерию Ивановичу, к Игорю Георгиевичу и Павлу Алексеевичу, чтобы они с учетом наших с вами
обязательств, которые мы берем по инвестиционной программе на 2016 год, и с учетом поступления доходов в бюджет, с самого начала посмотрели, что идем на контракты долгосрочные, что у нас может быть не по долгосрочным контрактам. Так, Валерий Иванович, да? Мы договариваемся об этом, учитывая, что есть определенные у нас риски с вами. Есть еще вопросы, коллеги? Нет вопросов. Спасибо, Валерий Иванович. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, какие мнения будут по данному проекту? У меня предложение есть, Галина Никитина. Да, пожалуйста, Алексей Алексеевич. Добрый день, уважаемая Галина Никитина. По согласованию с вами мы отрабатываем сейчас перенос средств строительства котельной Сакрыра в бюджете текущего года на строительство котельной Хану. Соответственно, я прошу сейчас рассмотреть вопрос переноса средств с котельной Хану на строительство котельной Сакрыра в следующем году. Она по какой стоит статье у вас сейчас в инвестиционной программе, в ваших документах? В инвестпрограмме стоит 45-й пункт и 44-й. Это котельная... Котельная Батагай-Лыта и котельная Хану. Тут источники предусмотрены, просто в силу того, что по Батагай-Лыта мы в этом году не можем конкурсные процедуры провести. Поэтому мы предлагаем в текущем году переброску сделать на котельную Хану. Она у нас уже введена в эксплуатацию. А в следующем году переброску уже по этим объектам в соответствии с тем, что сделаем в этом году. Валерий Иванович. С Минэкономики мы этот вопрос отработали. Мы обсудили этот вопрос согласованно. Хорошо. Спасибо, да, пожалуйста. Значит, уважаемые коллеги, мы с главой все вместе ездили, да, и, значит, встречались с населением, и там было принято решение о том, что котельная, значит, Батагай-Лыт, Авиано-Батантайском Улусе, будет начато строительство данной котельной в 2016 году. И что? А вы это учитываете? Вопрос просто переброски средств, я так понимаю. Не, вот я не понял, поэтому вот спрашиваю. Нет, вы, это учтено, Алексей Засимович, Петр Николаевич спрашивает, котельное строительство котельной в 2016 году в Батагай-Лыта будет начато? Да, она будет начата, только мы планировали уже в этом году финансировать. В силу того, что конкурсные процедуры не можем провести, будем проводить уже в январе месяце, как сегодня озвучил Валерий Иванович, после доведения лимитов. Понятно, соответственно, да? модуль у нас уже там доставлен. Понятно, да? Понятно. То есть котельная у нас по факту строится в Батагай-Лыте будет. Пожалуйста, коллеги, какие еще мнения будут по данному проекту? Других мнений нет. Пожалуйста, Госкомитет юстиции, Госкомитет, Госправовой департамент. Наши замечающие. Замечаний нет. Какие мнения будут по данному проекту? Замечания? Если других замечаний и предложений нет, то за принятие проекта прошу голосовать с учетом внесения изменений, предложенных Алексеем Симовичем. Против? Принимается. Спасибо. О проекте Закона Республики Саха-Якутия о внесении изменений в статью 8 Закона Республики о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Пожалуйста, министр финансов Республики Саха-Якутия Жандуров Валерий Алексеевич. Добрый день, уважаемые Галина Никитина, уважаемые члены правительства, приглашенные.